Этот старинный гобелен – работа известной крымско-татарской мастерицы, специалиста по качеству гобеленам крымско-татарской традиционной вышивки татары-шлеме Зулейхи Бекировой. Сегодня увидеть воочию работы Зулейхи Бекировой – это большая удача. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия в Акмисджите отметили 110-летие Зулейхи Бекировой. Ее называют мастерицей, которой было суждено возродить умирающий народный промысел – традиционную крымско-татарскую вышивку. О берген білгілер бүгін біздің мәдениетімізде гүллей, ачыла. О халқымыз үшін çok büyük insan. Bunu herkes bilmek gerek, bunun kadrine yetmek gerek. Afsus ki onun bağlı açık büyük bir sergiler yapıp olamayız çünkü bizde material yok. Kapalı bütün material. Lakin olğan şeylerге göre, olğan çaremizге göre biz bu insanı anlamız. Первые навыки ремесла Зулейхе привили мама и бабушка, а после ее наставницей стала тетя, известная мастерица Адавие Эфендиева. Зулейха Бекирова мечтала и жила идеей передать приобретенные знания своему народу, и этой мечте суждено было сбыться. В 1990 году в Крыму Зулейха Ханым обучила группу девушек искусству национальной вышивки. Одна из них – известная ныне мастерица Эльвира Османова. Вот надежда, что в моем лице, может быть, ее чаяния оправдались, что это искусство настолько оказалось для меня привлекательным и интересным, что я это занятие не бросила. Вот, и как-то попыталась даже еще популяризировать. В связи с этим вышла книга в 2022 году. Называется она «Йол Шашырма». Специальное такое было дано название, чтобы как путеводный призыв, чтобы мы не забывали, кто мы, откуда мы, где наши корни. Зулейха Бекирова скончалась в 1999 году, но возрожденное ею традиционное искусство и сегодня продолжают развивать ее ученики и последователи.